Коллекция Айдера Халилова пополнилась работами выдающегося художника Олега Грачева. Любовь к его творчеству у коллекционера родилась в годы возвращения семьи в Крым. Только вернулись в Крым. Это начало 90-х. Мы жили в Нижегорске, в Светлере. И как я в Симферополь приезжал, всегда первым делом выставочный зал. Приезжаю, смотрю, там какая-то выставка намечается, видимо. Такой выставки не было. И зашел в зал, смотрю, там 5-7 мужчин разговаривают о чем-то, работы развешивают, готовятся к выставке, экспозицию собирают. И хожу, смотрю работы, и тут, когда крымские татары, слово, когда я услышал от них, смотрю, мужчина такой бородатый, высокий такой, в возрасте. И вот не просто татары, они же обычно всегда говорили татары, а этот крымские татары возвращаются на родину, говорит, нам надо помочь, ремонт мечети надо, говорит. Сразу запал, да, он мне так. Я тогда не знал, что это Олег Грачев там. Художник Олег Грачев родился в 1923 году в Тульской области. Когда ему было 6 лет, семья переехала в Крым. С раннего детства и на всю жизнь он полюбил Крым, живя здесь бок о бок с коренным народом. Но вернувшись с фронта в 1945 году, Грачев застал уже осиротевший без крымских татар Крым. Это отложило отпечаток на все его дальнейшее творчество. Он все-таки сильно, как говорится, крымских татар уважал, нравились они. Вот поэтому он много писал картины, связанные с Крымом, с нашей, как говорится, нацией. Даже вот разрушенный Мезар-Алхлар писал, да, вот есть в книге эта работа. Это же не просто же, ему это все, он не согласен был с этим, ему это все было не безразлично, поэтому он и писал про такие вещи. Как человек он мне прежде всего нравился, а потом как художник, вот я же говорю, вот суровый стиль, авангард. Он все время немножко с намеками, вот пересохший поток, да, вот татар депортировали, Чешпеляр Хурде, крымских татарских музыкантов он писал. Он какие-то темы или еще что-то не писал. Вот что вокруг происходило, вот то он и писал. Вот чем он не согласен был, скажем, вот, что творилось вокруг, философские работы он писал. Что его волновало. «Гора Айпетри зимой», автопортрет на фоне Демирджи, светило. Работы Грачева притягивают и завораживают. В них нет суетности и наигранности. В них есть желание сказать, дать почувствовать ясный, свободный образ. У него были в Москве персональные выставки, его приглашали в Москву, чтобы он там работал, остался. И он сказал, нет, я буду в провинции, у моря. Я вернулся в Крым, здесь работал. И, в общем, Крым ему очень сильно нравился. Он очень много писал горы именно. У него очень много картин с горами связано. Айпетри, Чатардах, Демирджи. Вот все время он вот любил писать горы. Для меня эти работы все интересны, все ценные. А особенно вот эта последняя работа, автопортрет на фоне вот Демирджи, это вот просто мне, как говорится, я сильно очень нравится, не могу налюбоваться, честное слово, очень хорошая работа. Вот 68-й год, вот в таком стиле работал, вот 68-й год. Но особенная и наиболее ценная в коллекции Айдера Халилова последняя работа Олега Грачева. «И был вечер, и было утро». Эту картину художник так и не дописал. Он умер в возрасте 89 лет. Эта картина словно ждет своего завершения. Работа не закончена. И вот сейчас можете даже ее потрогать, да? Вот до сих пор эта работа не высыхает. Вот какая-то вот необъяснимая штука. Вот не высыхает эта работа. Я рамочку вот на него одел, и вот эта работа сейчас у нас находится. На сегодняшний день известно о более 150 живописных полотен и рисунков художника. Его работы находятся в частных коллекциях России, Украины, Германии, Франции, Канады, Израиля, США, а также в художественных музеях Симферополя и Севастополя. Айдер Халилов, как настоящий ценитель, является счастливым обладателем 12 работ одного из своих самых любимых художников Олега Грачева. Женя Гончаренко, он коллекционер, он его застал, он с ним был знаком. Вот я у него приобрел эту первую работу. А потом несколько работ мне Антон подарил. А вот эти 3 работы последние, это приехали из Москвы, прислали мне, вот получил я. Сын прислал, Кирилл. Супруга Наташа, вот она, как-то мы с ней списывались, она говорила, я обязательно, говорит, когда приеду в Крым, они сейчас эти работы хранятся не в таком хорошем месте, говорит, я приеду, я обязательно, говорит, с вами встречусь, говорит,
и хочется эти работы передать нам. И вот, как говорится, вот когда она приедет, хочется сделать вечер памяти, так, выставку о нем, поговорить, вот такой вот хочется мне.